Программу нашего телеканала продолжает актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. По данным Росстата, численность безработных в России за прошлый год составила около 4 миллионов 300 тысяч человек. О ситуации на рынке труда нашей республики мы поговорим сегодня с гостем программы. Это Владимир Чичигинаров, председатель постоянного комитета Государственного собрания ИЛ-ТУМЭН по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Владимир Ильич, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, Иван. Ну, естественно, не могу не спросить вот о чем. Прошлый год, пандемийный год, связанный с коронавирусной инфекцией, ограничения очень негативно повлияли на ситуацию на рынке труда, в том числе и у нас. Скажите, что делается сейчас, чтобы эту ситуацию исправить? Да, действительно, эта коварная новая коронавирусная инфекция, она, как говорится, повлияла на всю экономику не только Республики Российской Федерации, но и всего мира. Так, в прошлом году число занятых в экономике у нас в республике снизилось на 2400 тысяч человек и составило 464 тысячи. Так, в середине лета эта цифра достигла до 453 тысячи человек. Значит, численность безработных граждан составила в целом по республике 37 тысяч человек. И уровень безработицы у нас увеличился на 0,5% и составила 7,4%. Ну, какие меры были предприняты? Первое, это, конечно, беспрецедентные меры поддержки экономики, содействия занятости были предприняты правительством Российской Федерации и нашим правительством нашей республики. Ну, первое, это была усовершенствована работа портала «Работа в России». Значит, была упрощена система регистрации, удобства, и обратилось в прошлом году 62 тысячи человек на этот портал. По сравнению, допустим, с 2019 годом, тогда обратилось в течение года 36 тысяч человек. Ну и были увеличены пособия по безработице. Например, минимальный размер пособия по безработице, если он составлял 1500, то было увеличено до 4500, а максимальный размер пособия по безработице, если было 8000, то оно увеличилось более 12 тысяч рублей. Также увеличилось пособие для категории граждан предпенсионного возраста, и она достигла 11 230 рублей. Ну, проводились, конечно, онлайн-ярмарки, вакансий, мероприятия по обучению, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию. Значит, и всего на пособие было израсходовано около почти 2 миллиардов рублей. Я вот сравню цифры, да. 2020 год было запланировано на все мероприятия по программе содействия занятости по Республике Саха-Якутия миллиард, ну, 100 с небольшим миллион рублей, то в прошлом году эта цифра составила 2 миллиарда почти 600 миллионов рублей. То есть в 2,5 раза больше. Ну да, 1 400 миллионов рублей больше. Ну и оказывалась поддержка при открытии собственного дела, трудоустройства на общественные работы и так далее, и так далее. Мы вот буквально на днях провели парламентские слушания, именно исполнение, реализация государственной программы содействия занятости населения Республики Саха-Якутия 2021-2024 годы. И, значит, в конце года была принята план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения
у нас в республике, который был утвержден указом главы Республики Саха-Якутия 1 декабря 2020 года. И был принято распоряжение правительства согласно для реализации вот этого указа главы. Значит, и там предполагается, планируется в 2021 году на 1400 человек увеличить число занятых, довести и снизить уровень безработицы. Я говорил 7,4% цифра до 6,9%. Ну вот я отметил, что мы провели парламентские слушания, там были отмечены как раз-то самые проблемные, острые вопросы затронуты. Так вот наиболее сильно ударило этот кризис в связи с коронавирусной инфекцией, конечно, по незащищенным слоям населения. Это, конечно, многодетные семьи, это одинокие матери, это семьи и родители, воспитывающие детей-инвалидов, это граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Ну и мы как раз в течение года будем очень контролировать и следить за исполнением, во-первых, программы содействия занятости республики, плана действий, обеспечивающих восстановление занятости, ну, конечно, в первую очередь наших рекомендаций, наших парламентских слушаний. Вот как раз таки о регулярности я хотел спросить в следующем вопросе. Как часто вообще поднимается властями вопрос о трудоустройстве местных именно жителей в различные отрасли хозяйства нашей республики? Потому что пандемийный год прошлый показал, что без трудовых мигрантов из-за рубежа строительная отрасль начала очень сильно буксовать. Вот, чтобы не было подобных повторений ситуации, как часто все-таки ставится вопрос о местных жителях, чтобы они шли работать у нас? По данному направлению я бы хотел ответить таким образом. У нас в республике с 2017 года работает пилотный приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». И вот за 3 года уже трудоустроено по данному проекту более 27 тысяч человек. Это достаточно довольно-таки серьезная цифра. А в 2020 году, в прошлом году, в период пандемии было трудоустроено 8700, более 700 человек. Также здесь, по этой программе, молодые люди проходят стажировку в промышленных предприятиях. От промышленных предприятий, скажем, мы востребованные, как говорится, специальности для образовательных учреждений доводятся. И финансовая также поддержка при переезде в другую местность для трудоустройства. Ну и, как сказал, проходят курсы обучения, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное обучение. Ну и как раз в целях трудоустройства в промышленные предприятия. Ну, сегодня цифры озвучиваем, что в крупных наших промышленных компаниях, таких как Алроса, Калмар, Саха-Транснефтегаз, Арктик Капитал, Саха-Энерго, Полюс Алдан, ну и другие горнодобывающие компании, трудоустроено из местных кадров 44, более 44%. Ну и Айсен Сергеевич Николаев, глава республики, в своем послании Государственного собрания Ултумен в конце 2020 года он как раз-то отметил, чтобы этот очень пилотный проект, который работает в нашей республике по трудоустройству местных кадров в промышленность, его продолжить и применить во всех отраслях экономики. И уже в начале года принято распоряжение, вышло распоряжение правительства Республики Саха-Якутия как раз по реализации этого пункта послания главы республики.
Ну и нам в дальнейшем также необходимо работу продолжить по реализации данного проекта, очень, кстати, нужного, который является уникальным проектом именно в нашей республике, не только вот и в Российской Федерации. И полностью финансируется она из бюджета нашей республики. Самое главное, что и население охотно в этот проект вовлекается. Давайте поговорим еще об одном направлении, которое курирует ваш комитет, это здравоохранение. Расскажите, что вошло в утвержденную в конце прошлого года региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения по указу главы? Да, да, как вы правильно отметили, вот региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха-Якутия была утверждена указом главы Республики Саха-Якутия 15 декабря 2020 года. Цель вот этой программы модернизации – это, конечно, повысить доступность и качество медицинской помощи именно в сельских населенных пунктах и во всех отдаленных, труднодоступных населенных пунктах нашей республики, центральных районных больницах, то есть в первичном звене здравоохранения. Значит, мы считаем, что наша республика успешно защитила эту программу. Если по всей Российской Федерации с 2021 года по 2025 год она реализовывается, эта программа, предусмотрено 500 миллиардов рублей, то наша республика защитила на эту программу предварительно 12,9, почти 13 миллиардов рублей. Если, допустим, на 85 регионов поделить вот 500 миллиардов рублей, то выйдет только около 6 миллиардов рублей, даже меньше 6 миллиардов. Так что мы считаем, что неплохо защитилась республика. Но хотел бы оговориться, что республика защитилась, конечно, на большую сумму. Это где-то около 30 миллиардов рублей. Вот первая заявка такая была. Здесь предполагается, конечно, во-первых, строительство и проведение капитального ремонта медицинских учреждений здравоохранения, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, строительство. Вот в этом году планируется строительство центральных районных больниц в Чурапчинском, в Татинском улусах, в Ушмайском улусе, Момском улусе. И программа также включена, конечно, строительство Вилюйской центральной районной больницы. Это очень крупные объекты, очень много требуют они финансовых вложений. Ну и планируется также строительство центральных районных больниц в Абыйском, Нижнеколымском, Сунтарском, Нерубинском, Амгинском, Мегино-Кангаласском улусах. Ну и будет поставлено оборудование в нашу республику, вот первичное звено, 385 единиц медицинского оборудования и более 200 единиц автомобильной техники. Так что программа очень большая, очень серьезная. Парламент держит этот вопрос на постоянном контроле. Мы в декабре прошлого года провели правительственный час по программе модернизации первичного звена. И буквально тоже на днях тоже провели заседание нашего комитета по данному вопросу. Ну и задача стоит с правительством отработать именно вопрос по увеличению финансирования из федерального бюджета. Это такая серьезная задача, и вместе мы с правительством планируем как раз в этом вопросе дальше работать. Владимир Ильич, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Те вопросы, которые мы сегодня затронуть не успели, я думаю, станут отличным поводом прийти к нам в студию еще раз и продолжить наш разговор. Благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам.
Это была программа «Актуальное интервью» о ситуации на рынке труда и не только. Мы говорили с Владимиром Чичигинаровым, председателем постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен Республики по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.